Продолжается реконструкция Карбулакского пруда, который в теплое время года должен стать местом отдыха горожан. По периметру объекта уже заметны первые изменения, а сам водоем стал намного чище и прозрачнее. Он прошел несколько стадий очищения. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Экология» с учетом предложений граждан. За ходом и этапами восстановительных работ ведет контроль природоохранное ведомство. Городской пруд так красив и прозрачен. Его очистили и укрепили, при этом флора и фауна не пострадали, утверждают подрядчики. Аэрозаторы запускали, воздух дополнительно каждый вечер подаем, чтобы рыба не умерла. Вся работа по реабилитации донных отложений проходила за счет этой водоплавающей установки, с виду неприметной, но технически оснащенной. Это земснаряд, и он пока отдыхает до повторного заполнения водоема, чтобы задействовать вновь полную мощь. Реабилитация экологическая и выемка донных отложений в общей сложности 142 тысячи кубов с участием земснаряда была произведена. Работа также сопровождается строительной организацией строительного контроля. Все работы идут в рамках закона. А чтобы контролировать уровень воды, берега обрамляют специальным каркасом – георешетками. Георешетки – это своего рода барьер, который предотвращает вымывание берегов. Их устанавливают по всему периметру пруда, ниже и выше зеркала воды. Часть из них, что ближе к водоему, уже заполнили щебенкой. Другую же рабочие планируют засыпать чернозем для дальнейшей высадки растительности. Первый уровень ограждения берегов завершен, второй чуть посложнее, но строители не унывают, работу свою выполняют. Пока еще долго работать. Пока что 53 решетки уложили, еще где-то 10 тысяч квадратов. Следующий биологический этап, который предполагает посев кустарников и многолетних трав. К нему практически все готово. Мы будем сажать здесь кустарник, скумпи и многолетнюю траву. Для отдыхающих и место будет отдохнуть, и рыбу ловить. Капитально для отдыха место. Все работы на объекте проводятся в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология» при поддержке Минприроды России. За реализацией мероприятий неустанный контроль ведет руководитель природоохранного ведомства Магомед Евлоев. Возникающие в ходе реконструкции пруда вопросы обговариваются здесь же на месте с последующим устранением. Экологическая реабилитация данного водоема находится уже практически на заключительном этапе. Уже технически 65% всех работ произведены. В данный момент идет завершение укладки георешетки. В рамках национального проекта «Экология» данный государственный контракт у нас идет к сдаче 2020 год, декабрь. Но, как мы видим, подрядчик идет с опережением. Недавно волонтеры провели масштабную акцию, в рамках которой выпустили в пруд 20 тысяч особей молодых рыб, толстолобиков, зеркальных карпов и белого амура. Водоем и раньше славился большим биологическим разнообразием. Здесь проводились региональные соревнования по рыбной ловле, чемпионат рыболовов. Теперь с расширением площади водного объекта условия обитания для животного мира будут благоприятнее, и сам пруд преобразится. Главное – выждать время до полного восстановления экологического состояния пруда. Мы полностью откачали донные отложения с пруда. Их как не видно было под водой, так же и результаты не видно. Поэтому человек приходит, смотрит, ничего не поменялось. На данном случае пруд будет на пару гектаров увеличен, так как это все место было заилено и вычищено. Берега будут более окультурены, специальный материал георешетка устроена. Общая площадь работ 14,3 гектара. Проект осуществляется с учетом предложений граждан. Реабилитацию планируют завершить до конца 2020 года. Мадина Аздоева, Малский Гиев, Мадина Марзиева, Вести Ингушетия.